Нет, пока, к сожалению, об этом говорить рано. Мы стоим на пороге изменений, больших изменений в кинематографе, потому что на сегодняшний день в парламенте республики находится на рассмотрении закон о кино, который предусматривает все взаимоотношения производителя, прокатчика. И мы возлагаем очень большие надежды на этот закон, потому что взаимоотношения надо регулировать. Кинотеатры все сейчас, практически все, они в частных руках, и заставлять бизнес работать в ущерб себе, понятно, что это нереально. Поэтому государство, вполне, так сказать, добровольных, приоритетных и, так сказать, условиях, уважительных условиях будет входить во взаимоотношения с бизнесом. Государственные, те фильмы, которые выпускаются на государственной национальной киностудии «Казахфильм», они сдаются на двух языках. То есть русский и обязательно казахский и обязательно русский дубляж. Частные фильмы, они уже зависят от создателей, на русском или на казахском. Но для проката обычно стараются, конечно, сделать на двух языках, чтобы охватить обе категории зрителей, и казахскоязычных, и русскоязычных. То, что вот вы говорите, у нас успешно развивается, да, успехи есть, но проблем, наверное, больше. Потому что конкурировать отечественному кинематографу с засилием от американских, даже европейские фильмы у нас особо так не пользуются большим спросом. В основном, конечно же, голливудская продукция, с этим очень тяжело соревноваться. Из чувства патриотизма, из чувства, то, что мы сами каждый день видели, родные места, родные лица. Опять же, говорить о серьезной конкуренции с Голливудом тут не приходится. Если государство выделяет деньги, понятно, оно же не может на боевики или на пошлятину какую-то за деньги налогоплательщиков. Понятно, есть требования какие-то, что... Есть понятие государственного заказа. Да. Положим, тоже идут разговоры, вы подписываетесь под государство. Не подписывайся, ты уже взялся, и будь любезен, исполни заказ, и в этом нет ничего, так сказать, плохого. Государство должно и обязано и поддерживать, в общем-то, все, что не входит в понятие насилия, и прочее, да. Мы должны и поддерживать и свою идеологию, и воспитывать молодежь, и продолжать прививать ценности, не только, так сказать, национальные, а общемировые. Поэтому это вполне, как другого нет пути, это правильно, так должно быть. Трудности испытывает все кино во всем мире одинаковые. Это деньги. То есть необходимо найти финансирование. Идей, сценариев, сюжетов, их миллион. У каждого нормального художника есть целый портфель нереализованных каких-то замыслов. Деньги, все упирается в деньги. У нас это разные профессии, естественно. У нас тоже и театральные актеры снимаются в кино. В Казахстане 50 профессиональных театров. В каждом областном центре, в каждом крупном городе областного значения есть профессиональный театр. В этом плане у нас нет... И есть, кстати, корейский, уйгурский, есть немецкий театр, русский театр. В каждом областном центре есть обязательно русский, казахский. Сколько национальностей, где более-менее крупные диаспоры, там везде есть театры, то есть национальные. Дефицита в актерах нет. И в то же время, чтобы
я выражусь точнее, дефицита нет в профессиональных театральных актерах. Киноактеров как таковых можно, профессиональных, кто только в кино снимается, их можно пересчитать на пальцах, я не знаю, 2 рук. Те, кто только в кино снимается. Но тут уже из-за того, что достаточно много картин, да, это 2 разные профессии, но театральные актеры, на то они и профессионалы, они быстро улавливают, что от них нужно, и достаточно успешно снимаются в кино. Мне нравится одно выражение: если вы кушаете пельмени разного размера, это не значит, что вы питаетесь разнообразно. Кино, кино. Тут мы можем внутренне как-то условно делить, вот наше, не наше, советское, там, американское, казахское, татарское, иранское. На самом деле есть только 2 вида кино: хорошее и плохое. Я не могу. Есть масса казахских фильмов, которые рядом не стоят с тем же азербайджанским фильмом каким-нибудь. Ну, для примера. Или там один казахский фильм может кому-то нравиться больше, чем все российское кино вместе взятое. То есть, да, для внутреннего какого-то понимания, может, и можно говорить, то есть, да, есть такое событие, есть такой тренд, вот, новая там волна казахская или там киргизская волна. Одно время там в документальном кино прибалты вырвались, я говорю про советское прошлое. Причем какая документалистика, Да. Прибалты. Но по большому счету, так как это искусство, какая разница, кто нарисовал эту картину, кто он по национальности. Даже если он нарисовал казахский аул, он вполне мог быть голландцем или там, любым другим представителем любой другой национальности. То есть я чуть-чуть подкорректировал эту поговорку. Бывает кино хорошее, бывает кино плохое, бывает кино индийское, вообще говоря, которое вне всяких категорий. Но индийское кино тоже бывает не обязательно танцы и драки, бывает и серьезное кино. Поэтому хорошее и плохое я бы так делил.